Дорогие друзья, всех приветствую на канале Black Canadian Wolf. У нас строится парк Северных Волков. В парке Северных Волков ведется селекционная работа по валендам, а также сохранение популяции именно арктических, канадских и северных волков. Северные волки самые крупные в мире. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий и обязательно поставить колокольчик. На данном видео якутский волк Братиш и Валент Луя стоят опять в замке, повязаны. Валент Луя у нас 23,5% волчьей крови. Нашу молодежь жизнь не учат. Посмотрите, что делает Братиш. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как травмоопасно. Я когда первый раз увидел вот в замедленном действии, посмотрите, как Луйка бьется головой. Еще раз. Ой-ой-ой, я думал, от Луи ничего не останется. Я как раз смотрел повторы все, смотрел, как это все было, искал, думал, повязались, не повязались они, и все-таки повязались. Это у нас уже, по-моему, 3-я или 4-я вязка. Но вот на логове это 2-я вязка. Надеюсь, больше таких вязок не будет на логово. Будет второй раз точно уроком. Потому что вот прошлые комментарии все писали: да ладно, что вы их очеловечиваете, не может быть так, что Луйка отомстила. Я вам скажу, может быть так. Вот разъединились. Сейчас объясню почему. Когда первый раз повязались Братиш и Луя, это дней 5-6 назад было, он ее очень сильно укусил. После этого Луйка начала его заманивать на логово, и когда они на логове повязались, есть кадры, Луйка его скинула, и он очень сильно ударился. И в прошлые комментарии писали, что Андрей, возможно, Братиш захочет отомстить или нет, как вообще ситуация будет. Я написал, что да, возможно, и отомстит, и вот недолго ждать пришлось. Посмотрите, как Братиш взял и скинул ее с этого слога. Возможно, это совпадение, возможно, это все случайности. Но вот эти все позывы, которые были до этого, заигрывания на логове, чтобы позвать Братиша наверх, заманить, это, конечно, не очень. То, что они опять там повязались второй раз и не научены жизнью, это, конечно, странновато все. Что у них за такие отношения? Скорее всего, голову задурманивает брачный сезон, и они немножко в такой растерянности. Посмотрите на время, 2:36, глубокая ночь, и волки спать не дают. Это у нас следующий день, 15:38, как видите на время, повторная вязка. Это уже 5-я, скорее всего, сбился со счету. Поэтому надеемся, что у нас Валент Луя забеременеет от этого гиганта. Еще раз повторюсь, Луйка у нас под 70 в холке. Братиш, ну сами видите его размеры. Он в 2 раза больше нашей Луечки. Щенки в первом поколении. Валент подразделение это будет высокопроцентных гибридов. Подгруппа валендов будут огромными. Очень много звонков, смс по WhatsApp, как узнали, что Братиш с Луйкой повязались, уже хотят бронировать этих щенков. А бронь приниматься будет только после того, как Луйка родит, и будет недельки 2 нашим гибридам в первом поколении.
Но записываю сейчас я всех. Идут под запись все, и когда уже время наступает, я обзваниваю, как уже знают и сталкивались люди, и ведется разговор, зачем, почему, для чего. И вот такие моменты, как в квартиру, или там подарить маме, или подарить дочке, или подарить зятю, это сразу пропускается мимо, и никаких таких в такие руки точно эти гибриды не смогут попасть. У меня строжайший отбор, тем более на высокопроцентных таких гибридов под группы Valent, только в ответственные руки, которые смогут в дальнейшем поддерживать связь со мной и поддерживать породу Воланд, потому что эта подгруппа в дальнейшем очень ценная будет для нашей новой породы Воланд. Луйка как заигрывает с братишом. То лезет, то облаивает, то кидается на него. Все кадры не мог я сюда вставить. Но вот какие были, повырезал. Вставляю, показываю вам. Время у нас есть корм. Возвращает своих щенков. Идем, иди сюда, иди. Иди сюда. Пойдем. Иди сюда. Иди, не бойся. Не хочет, чтобы я трогал ее щенков. Посмотрите, что делает. Хотел показать щенков. Ага, понятно. Иди сюда. Иди. Иди, кушай. Ну не бойся, Вега. Ну иди. Что ты на меня гавкаешь? Иди. Иди, все. Иди, я посмотрю. Ешь, не бойся. Не бойся, вот умница. Кто-то там спит. У нас очень тяжело рассматривать. Не бойся. Не, что ты. Не бойся. Не бойся, Вик. Не бойся, не, все хорошо, что ты? Вот и девочка, не бойся. Это у нас опять мальчик. Мы, кстати, мальчика забирали. Не бойся, не бойся. Иди кушай. Не бойся, Вега, что ты? Так. Смотрите, цапнуть меня хочет. Сейчас я... Ну что ты? Хороший. Иди. Не бойся. Вот так вот, иди. Так, видите? Еще беспокойная на самом деле. Ну, щенков все равно периодически. Сколько раз я его не брал, попадается мальчик. Да. Иди. Что ты? Но все равно в прошлом году намного жестче на меня кидалась и не давала мне щенками пообщаться. В этом году более-менее. Уже как бы... А вот это у нас... Тихо. Не бойся. Ну что ты? Вот это у нас девочка. Ну и девочку достали. Не бойся. Вот. Хорош. Вега, хорош. Хорошая девочка, да. Девочка. Хорошая. Ой, эти девчушки. Не, я смотри, как аккуратненько. Да, посмотри. Хорошая девчушка у нас.
Да, еще так глазки не открыла. Да. Да, глазки не открыла. Видите, раз. Спокойно. Вот она, девчушечка. Просто сопельки подзамерзли у тебя. Не знаю, видно, нет сопельки. Подзамерзли. Ой, зевака. Ой, зевака, смотрите на меня. Все, не бойся. Давай мы тебе дадим. Не бойся, Вега. Не бойся. Выходи, выходи. Не бойся. Смотри на меня. Смотри. Не-не-не, что ты, Вега. Иди. Вот так. Пусть попривыкает, побегает туда-сюда. Поймет, что я не опасность не представляю. Надо серенького. А он серенький на меня прям смотрит. Они уже открыли и ходят, бегают там, носятся. Иди сюда, Вега. Так, надо еще, наверное, корм. Вот так вот. Не так просто взять щенков еще. Но это уже подросли. До этого вообще не подпустила бы. Все равно, видите, проверяет, как, что, зачем, почему. Что ты, Вега, все? Все, других не покажем. Других она сейчас пойдет кормить уже их сейчас. Ну и на ночь глядя я в часов 12 даю молоко, а и с утра. Вот ровно 12, каждые 12 часов даю ей молоко козье. Вот козье молоко они пьют. Всем привет! У нас доброе утро. Посмотрите на этого щеночка. Ай, какой красавец. Ох, какой красавец, да. Это у нас с белым хвостиком. Посмотрите. Вот они два сереньких отличаются. Посмотрите, какой он красавец. Иди к своим. Он сейчас того попытаюсь серенького достать. Другого, да, кабанчика. Зевает. Вот они два отличаются. Вот этот прям конкретно волчара. Серый тот. Пьет. Успеть. Ты к рукам идет. Иди сюда, иди ко мне. Идите сюда. Вот эта девочка, наверное. Это девочка. Иди сюда. Иди сюда, девчушка. Так. Побежали к мамке, побежали. Опять не получается заснять, да? Красотища. Тут у нас происходят интересные события. Луйка заигрывает с братишом. Посмотрите, хватает его прям где у него баки. И начинает трепать братиша.